На неделе в Чеченскую Республику из рабочей поездки в Кувейт вернулась чеченская делегация во главе с министром по внешним связям, национальной политики, печати и информации Чеченской Республики Шамсайлом Саралиевым. Данный визит состоялся в рамках тесного сотрудничества между Кувейтом и Чеченской Республикой, а главной целью поездки стало налаживание и укрепление отношений между Кувейтом и Россией. К слову, Чеченская Республика уже давно стала неким мостом между официальной Москвой и исламскими странами. Первый же день своего визита в администрации эмира Кувейта чеченская делегация провела официальную встречу с заместителем главы администрации шейхом Али Джарах Аль-Сабахом, членом правящей семьи. В ходе встречи Шамсайл Саралиев передал шейху приглашение чеченского главы Рамзана Кадырова посетить Чеченскую Республику в рамках официального визита в Россию, которое запланировано на следующий год. Данное приглашение шейх принял с удовлетворением и заверил, что с удовольствием при первой возможности посетит братскую республику. Главная задача была передать приглашение эмиру Кувейта в рамках его визита в Российскую Федерацию, чтобы он от вас мы передали приглашение, чтобы он посетил Чеченскую Республику. В администрации эмира нам заявили, тепло нас приняли и дали подтверждение, просили вам передать о том, что эмир намерен не откладывать посетить Россию и в том числе хотел бы посетить и Чеченскую Республику. Поблагодарили за приглашение и в свою очередь они сейчас готовят приглашение через посольство свое в России, чтобы пригласить и вас в свою очередь в эту страну. В ходе визита представители Министерства по внешним связям, национальной политики, печати и информации Чеченской Республики во главе с министром посетили в Кувейте своих коллег. В частности, в рамках визита состоялась встреча с первым заместителем министра нефти и информации Файсал Халифа Аль-Малик Аль-Сахабом. В ходе состоявшихся переговоров стороны заключили ряд важных соглашений. Главным образом достигнутые соглашения касались обмена опытом представителей средств массовой информации. В частности, было озвучено несколько предложений, среди которых и непосредственный прямой обмен информацией между министерствами, проведение в ближайшем будущем телемоста между известными алимами и журналистами как Чеченской Республики, так и Кувейта. Здесь же было озвучено, что большую пользу сторонам может принести и взаимообмен с журналистами в плане обмена опыта и повышения квалификации. Кроме того, кувейтские журналисты в ходе дружеского визита планируют снять документальный фильм о республике, о культуре, традициях и самобытности чеченского народа. В рамках встречи было озвучено также и предложение о проведении в следующем году Дней культуры Чеченской Республики в Кувейте и Дней Кувейта в Чеченской Республике. اليوم مشكلة لأنهم يحملون الخنجر من ناحية اليسار يعني إنه عليكم للملابس فهذا الشغل اليدوي حاد جدا أفلام وثائقية عن الشيشان باللغة الإنجليزية والعربية فيديو كرتين فيلم فيديو سابقا كيف كانت وكيف دمرت أثناء الحرب وكيف أعدناها. В рамках визита в Кувейт представители Чеченской Республики провели значительную информационную работу со средствами массовой информации Кувейта. Так, 3 кувейтским государственным телеканалам были переданы видеоролики с серии фильмов о жизни Чеченской Республики, которые транслировались в государстве в период пребывания нашей делегации. Видеоматериалы вызвали широкий общественный резонанс среди местного населения. Как было заявлено, они и подумать не могли, насколько преобразилась Чеченская Республика за последние несколько лет. После этой демонстрации видеороликов, видеофильмов, статьи появились в кувейтских газетах, почему кувейтские бизнесмены не помогают Чеченской Республике. И это как бы хорошая почва и среда, мы считаем, люди узнают. Интерес кувейтской стороны к Чеченской Республике был настолько резонансным, что Шамсаилу Саралиеву пришлось принять участие не только в записях нескольких передач, но и дать большую пресс-конференцию ведущим представителям местных СМИ. Здесь министр по внешним связям, национальной политики, печати и информации Чеченской Республики рассказал про общественно-политическую обстановку в Чеченской Республике и о темпах ее развития. Чеченцы занимают в России 3-е место по численности национальности после русских, татар. И сегодня большое внимание уделяется руководством страны исламской умме, проживающей на территории Российской Федерации. Это около 26 миллионов человек. Сегодня по всей стране строятся мечети,
церкви и как бы вероисповедание свободное, и человека нет никаких ограничений в исповедании своей какой-либо религии. И сегодня, если перейти в Чеченскую республику, мы можем смело сказать, что в Чеченской республике больше нет следов войны. Также нами построено в Чеченской республике, в центре города Грозного, мы ее называем сердцем Чечни, самая крупная в Европе мечеть и самая красивая мечеть, откуда транслируются на весь мир в прямом эфире все пятничные рузбенуши, намазы, хутбы, все мероприятия, которые проходят в этой мечети. Интересной стала встреча наших делегатов с руководством Министерства вакуфов и исламских дел. В частности, Шамсаил Саралиев встретился с заместителем министра данного ведомства, доктором Адель Абдалла Фаляхом. Он попросил министра содействовать в проведении конференции «Чеченская республика вчера и сегодня и завтра», а также выделении земельного участка в городе Грозном для будущего строительства так называемого центра Кувейта. В завершении визита чеченская делегация встретилась с послом России в Кувейте Александром Кишаком, который попросил содействия со стороны президента республики Рамзана Кадырова в организации встречи главы государства Дмитрия Медведева и эмира Кувейта в рамках запланированного визита в Российскую Федерацию последнего. О намерении оказать содействие в возрождении Чеченской республики кувейтская сторона заявляла и ранее. Так, в частности, в ходе визита в республику в конце сентября заместитель министра вакуфов и исламских дел Кувейта, который также является председателем правления Комитета мусульман Азии, дал высокую оценку происходящим в республике событиям. Адель Абдалла Аль-Фалях предложил тогда при поддержке Кувейта построить в Чеченской республике исламские центры, а также оказать помощь чеченской стороне в сферах искусства, культуры, спорта и так далее. Во имя Аллаха Милосердного хочу сказать то, что переполняет сердце чувствами от того, что появилась такая возможность посетить данную республику. Также, значит, со стороны Кувейта есть предложение в помощь в открытии, значит, исламских центров, также помощь в том, чтобы все-таки исламская мысль в дальнейшем в чистом виде имела возможность, значит, развиваться в этой республике. Прослеживая цепочку развивающихся отношений между Чеченской республикой и Кувейтом, можно с уверенностью говорить о том, что сегодня руководству республики наконец-то удалось разрушить сложившийся негативный стереотип чеченца у мировой общественности, а также отразить реальную ситуацию в республике. Сегодня выстраивается и укрепляется средний, малый бизнес в Чеченской республике. Сегодня строятся заводы, фабрики. Огромное внимание уделяется сегодня образованию в Чеченской республике, здравоохранению и, конечно, сельскому хозяйству, потому что у нас очень плодородные земли. Визит министра по внешним связям, национальной политики, печати и информации Чеченской республики всего лишь одно из звеньев цепи, которое укрепляет взаимовыгодные отношения России и всего исламского мира. Еще Ахмад Кадыров положил начало этому сближению. Рамзан Ахматович и члены его команды еще больше активизировали эту работу. Закономерным итогом этой деятельности стало принятие России в организацию исламской конференции полноправным членом. А нынешний визит министра подтвердил интерес исламского мира, сближение с Россией и в особенности с мусульманами Российской Федерации.